Практически каждый месяц аэропорт Манас буквально преображается на глазах. И вот сегодня тоже руководство воздушной гавани пригласило журналистов для того, чтобы продемонстрировать новую технику. Она стоит за моей спиной. Кроме того, здесь реконструировали посадочную полосу для того, чтобы воздушная гавань могла принимать судно в любые погодные условия. Непогода и туман теперь не страшны, безопасность пассажиров на первом месте и самое главное комфорт. Председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самединов для нашей съемочной группы устроил экскурсию по главной воздушной гавани. Данный аэропорт был построен в 1974 году. В течение 50 лет не было масштабной реконструкции данного аэропорта. В этом году 4 мая мы отмечаем 50-летие аэропорта Манас. И по взлетно-посадочной полосе, что на перроне, что на магистральных дорожках, делались только ямочные работы. А проделано работы и вправду было много. Внедрили дополнительную технику, так называемый телетрап. Это значительно увеличит пропускную способность в часы пик. Запущена система Face ID для ускоренного прохождения контроля. Переведены аэродромные работы на электробуксиры, что снижает уровень шума и выбросы СО2. Самое главное, началась масштабная реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Манас. А в 2025 году аналогичные работы стартуют в международном аэропорту Ош. Это чуть больше тягач, он недавно только прибыл, тоже с Китая, но фирма как ТЛД. Почему ТЛД? Потому что мы уже много лет работаем с этой компанией, и они уже себя показали как самая надежная спецтехника для использования в авиационной отрасли. Журналистам показали всю новейшую технику. Ленточный транспортер для погрузки багажа. После показали, как ведутся работы по расширению терминала аэропорта Манас на дополнительные 18 тысяч квадратных метров. Будет устанавливаться светосигнальные огни третьего поколения, третьей категории ИКАО. Касательно самого аэровокзала, оно будет увеличиваться на 18 тысяч квадратных метров. Дооснащаться 2 телескопическими трапами. Сейчас мы имеем 3 телескопических трапа, третий недавно установили, еще один мы установим к концу завершения реконструкции самого аэровокзала. Без внимания не остались региональные аэропорты. Начато строительство нового терминала в международном аэропорту Ош. Его пропускная способность составит более 3,5 миллионов пассажиров в год. Общая полезная площадь аэропорта составит 27 тысяч квадратных метров. Завершено строительство новых аэропортов в Караколе, Таласе и Нарыне. Модернизированные аэропорты Казармана и Кербена. Продолжается строительство нового терминала международного аэропорта Иссыкуль. Общая площадь нового аэровокзала составит 18 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день ведутся работы по возведению второго этажа здания. Также касательно перрона и взлетно-посадочной полосы и удлинения магистральной дороги вашей будут делаться реконструкции на следующий год. Также мы будем поднимать категорию ИКАО взлетно-посадочной полосы до 3-го уровня. Будем менять светосигнальные огни. Действующий аэровокзал аэропорта Ош останется для обслуживания внутренних рейсов, а новый аэровокзал будет обслуживать международные рейсы. Еще одна важная новость. В Кыргызстане создана государственная авиакомпания Osman Airlines, которая с сентября по декабрь 2024 года перевезла около 100 тысяч пассажиров. Открыты новые маршруты, включая рейс Ош-Каракол, а также международные рейсы в Худжанд. В ближайшее время стартуют рейсы в Алмату, Астану, Самарканд и Ташкент, а также Алматы-Иссыкуль и Ош-Иссыкуль. Ведутся переговоры с Airbus о закупке современных лайнеров А320 и А321. У данной авиакомпании Osman Airlines действительно 3 самолета, да? С чего-то же надо начинать. И здесь стыдиться или чего-то, я думаю, ничего такого не вижу. Наоборот, надо начинать, стремиться развиваться. Нас уже узнают на мировой арене, уже с нами разговаривают, с нами хотят пойти подписать соглашение о совместной деятельности, даже выходят.